Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Коко Шанель как-то сказала, мода – это то, что выходит из моды. Согласна ли с этим утверждением, мы будем сегодня выяснять со стилистом Дарьей Габышевой. Дарья, здравствуйте. Добрый день. Да, спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу. Мы нашу передачу называем «Кулинарный концепт», «Кулинарное ток-шоу». И, стало быть, надо что-то приготовить. С чем вы к нам сегодня пожаловали? Стало быть, надо. Раз уж надо, давайте попробуем. Я-то совершенно неожиданно решила приготовить салат. Салат? Да, салат самый простой, на мой взгляд, но при этом безумно вкусный. Салат с хрустящими баклажанами. Сейчас этот салат пользуется вообще дикой популярностью, он сейчас в тренде, поэтому я подумала, ну раз уж в тренде, нам подходит. Да, ну то есть как бы стиль, тренд и все все вместе, короче. Все вместе. Как долго все это делается? Я делаю дома это где-то минут, наверное, за 20, потому что баклажанам необходимо время. Поэтому сейчас, если мы начнем... То есть мы с баклажанами что-то будем делать, да? Да, жарить, да, до хрустящие? Все верно, да. То есть что мы делаем с баклажанами? Мы баклажан нарезаем на треугольнички. Ну, то есть сезонный. Да, сейчас сезонный. Как раз самое время. Укладываем это все вот в мисочку с водой, немножко нужно подсолить, и надо, чтобы баклажан напитался немножко водой. Ну, можем это сейчас прямо до этого приступить. Да. Покажите, как что-то. Вот, все просто. Баклажан. Это баклажан. Лада седан. Да. Лада седан. Да, и в общем мы его нарезаем очень просто, то есть срезаем вверх. Я, честно, вообще не заморачиваюсь по таким моментам, как правильно нарезать, как что делать. Я обычно все делаете по наитию. По наитию на глаз. Лучше бабушкин рецепт. Это чуть-чуть на глаз, вот это на глаз, вот приблизительно так. Мы нарезаем, на 4 части делю и потом уже разрезаю на кусочки. Да. И потом все это в водичку. Оно лежит там... Какое-то время? Да, какое-то время, подсаливаем немножечко. Нужно, чтобы водичка впиталась, для того, чтобы баклажан был... Потому что бывает, все равно они внутри достаточно суховатые, поэтому этот момент нужно учитывать. В принципе, размер не важен. Как говорится, опыт показывает, что салат настолько вкусный, что все съедают, несмотря ни на что. Ну, размер должен быть такой, чтобы удобно было класть в рот. Все. Ну да. Мне кажется, да. Слишком мелко, слишком крупно тоже не нужно. Да, я вот честно вообще поражаюсь, когда люди очень красиво как-то все одинаково, однородно нарезают. Ну, это есть вот такие породы людей. У меня такого таланта, к сожалению, нет, но... Поэтому... У вас получается вкусно готовить, я так понял, если все до конца съедают. Да, а мне просто повезло, у меня, как говорится, семья большая, и в основном это мужчины одни. Поэтому все, что не съедают мои мужчины, съедает мой кот. Поэтому у меня безотходное производство, очень удобно. Да, я знаю, что вы многодетная мама, то есть, стало быть, приходится готовить часто и много. Да, вот вчера, например, пришлось готовить аж 2 пиццы, еще отдельно сосиски в тесте. Еще потом блины, потому что нужно было что-то к чаю. Все это мучное. Так, ну, это потому что это... Это потому что дети. Это потому что дети, конечно, они так быстро, лучше едят так. Быстрые углеводы, все понятно, да. А вы вообще как с готовкой, как считаете? На вы, на ты? Любите вообще готовить? Вообще, я научилась готовить достаточно рано, в детстве в своем, потому что я вот ребенок 90-х, и моя мама все время была на работе. Спасибо бабушке и маме. Да. То есть мама все время работала, и получается, что было время... Ой, спасибо. Да, ничего. Да, были моменты, когда приходилось просто сидеть одной дома, и вот, значит, как бы изобретательность. То есть я прям помню, но самое было время, когда был рис такого одного американского бренда, где мужчина темнокожий на упаковке. Да, не будем говорить. Да. Я тоже понял. Да, вы сразу все поняли, да. Все поняли. И я прям помню, что вот в детстве вот эти коробочки у нас стояли, и, значит, берешь и рис варишь. В общем, вот я прям помню. Реально 90-е годы, я помню. Да, и мне было... Оранжевая упаковка. Да, все верно, видите, супер. У нас просто мы могли бы играть в Алиас вместе. Друг друга вы быстро поняли. Да, и получается, что да, я готовила в детстве сама, начиная с яичницы, заканчивая блинами, то есть пирожками, беляшами и прочего. То есть я вообще... И у меня какое-то было отрицание готовки в какое-то вот студенческое время. Говорила, не, я не умею готовить. И когда, например, знакомилась со своим мужем, первым делом, я не готовлю, вообще готовить не умею. Сразу на всякий... Ну, то есть путь к сердцу не через другое место. Да, на всякий случай я решила быстренько это слиться, но... На берегу договориться, что, если что, предупреждаю, я вот такая. Если что, будет доставка, да. Я вот такая, да? Да. Но потом... Он уже когда сейчас мы живем вместе, он говорит, слушай, ты же, говорит, меня обманула. Я такая, ты же умеешь. Ты же, говорит, прекрасно готовишь, ты еще и любишь готовить. Я такая, да?
А я даже не знала, то есть я не обращала на это внимания, но на самом деле я все равно все время готовлю и реально люблю уделять этому достаточно много времени. Вот, оказывается. Что получается лучше всего? Стряпать. Ну, то есть вот стряпня, вот это вот мучное, быстрые углеводы, это мое. Но опять же, это от бабушки, это насмотренность от мамы и от бабушки. То есть они что-то стряпали. Раньше же, опять же, от того, что есть нечего было, в основном мы всей семьей шли к бабушке на беляши, на пирожки, потом лепка пельмени тоже. Семейные, да, по вечерам. Да, сидишь. Вот это такое было, да, чтобы там брынг-брынг-брынг? Да, вот эта круглая штука, эти пельмени, значит, лепишь, и пельмени потом... У нас одинаковое детство было, ё-моё. Да? Да. Ну, я думала, я помоложе. Да, я про детство сказал. Я иронизирую, извините. Да, ничего страшного. Так, не секрет, что все люди любят кушать. Вкусно любят все. Да. А у вас что? Любимое есть блюдо или какое-нибудь? Лично мое? Да, лично ваше, да. Или что-нибудь такое, которое, ну, вот, скажем так, готовы чуть ли не каждый день кушать? Пюрешка с котлеткой. Ну, это вообще, я чуть не было знаю. не сказал, как бы, наверное, шутка. Пюрешка с котлеткой, это вообще, ну, то есть... Тема. Да, то есть это, мне кажется, вообще, кому не предложите, вот никто не откажется от пюрешки с котлеткой. Мне тоже так кажется, да. Да, вот сейчас я говорю, мне аж, думаю, это прям сразу захотелось. Ясненько. Да. Хорошо, немножко отвлечемся от еды, а то действительно кушать захотелось. Как вы пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь? Как я стала стилистом. Я понимаю, что вы, видно, что и творческий человек, потому что все творческие люди, не секрет, что любят готовить, потому что экспериментаторство, да, пробование чего-то нового, чтобы, а давай вот так, а не вот так. Да, я как в детстве сейчас вспомнила опять ситуацию из детства, когда у меня есть братья, вот, и мы собирались у бабушки, нас всех там скидывали, и мы собирались, и я все время говорила, а давайте, я знаю, как приготовить суфле, а я не знала. И я просто на глаз там все. Что такое суфле? Да. И они мне всегда верили. И получалась полная ерунда. Я помню, один раз даже настолько плохо получилось, что мы просто с ними, у нас все прилипло, и мы просто эту сковородку спрятали под диваном. Потом тетя ее нашла, там, спустя какое-то время. Это что такое? Какие-то зеленые присохшие штуки. Ну, короче, да, разное было, конечно. Да, экспериментаторство в еде — это мое все. Но если говорить о работе стилиста, как я к этому пришла, то есть вообще, когда уже оборачиваешься назад, понимаешь, что ты реально всю жизнь к этому шел. Ну, то есть, когда вот, например, понятно, что в какой-то момент ты решаешься и понимаешь, что, это моя профессия, и я хочу это делать, но когда, допустим, опять же, вот в 90-х не было такого термина, ну, например, как стилист, да, то есть... Либо только начинало появляться. Да, то есть там... Либо было где-то там на Западе. Да, на Западе, безусловно. То есть в России, и когда мы об этом почти не слышали, у нас не было такого большого информационного потока, да, соответственно, только догадывались, что где-то кто-то кому-то помогает одеваться, да. Да, ну видишь, что такое. А почему Мадонна так хорошо выглядит? Ну, условно. Ну да, то есть понятно, что, оказывается, и плюс еще у нас не было такой информации, какие дизайнеры существуют, какие стилисты существуют. Мы о брендах так узнавали тоже поверхностно, то есть, да, у нас не было таких крутых журналов, да, которые там... Vogue. Да, например. Да, не было. Не было. У нас была крестьянка, то есть, да. Работница. Работница. Все вот из нее и узнавай там. И все, что тебе там покажут, то истина, а все остальное... Бурдамоден появилась. Ну, это мой любимый журнал был в детстве. Вот так, да. Да, вообще. Просто сидишь, а потом шьешь. Вот мне мама шила, бабушка шила, да, бабушка шила, мама шила. Почему я это знаю? Так, ладно. Я не знаю. В общем, да, в моей семье все шили, и я тоже умела это делать. Но момент в том, что от этого страдала вся моя семья. Потому что я все перешивала. Пока родители были на работе, у нас была такая огромная швейная машина, как шкафчик. То есть ты вот так отгибаешь ее, и оттуда швейную машинку нужно достать. Она же такая тяжелая. Да, и там внизу педаль такая, и колесо. Да. Это вообще, знаю так. Да, это была моя любимая вообще игрушка в детстве. Я там все перешивала. И в ход у меня шло все, что только я находила. И самое мое любимое было — это тельняшки моего отчима. Я делала из них футболки с рукавами, футболки без рукавов, там на одно плечо, там все что угодно. А отчим десантник? Моряк. Моряк. Ну да, то есть вот, и у него были зимние, у него были летние, да, и я вот на зиму одни, на лето другие. Так. И в общем они постоянно, соответственно, у него куда-то исчезали, и я в них ходила в школу. Перешитыми? Да, а потом мне очень повезло, что он поправился, и все его брюки я перешила на себя. Так, ладно, ага. В общем, вот так вот. То есть вы начали экспериментировать уже
будучи ребенком практически. Да. Ага. То есть я вот странно, из тех, кто типа вот странно одевается, то есть, да, вот таких детей вот так называют. Я Да, там, что-то торчит думает, ну, здесь. то есть, как бы, что-то есть в человеке, что-то, ну, как бы да, так. такое вот, на грани где-то, Да. между адекватностью и чем-то вообще ага. непонятным. Ну, потому что, учитывая то, что мы, ну, хотя вы и моложе гораздо, 90-е все равно годы, из тех людей, которые выделяются, сразу такие, что это такое, радикалы или что-то там, да, могли там и вломить. Почему и нет? Ну да, ну как бы хорошо, Ну, я девочка. либо как минимум плохо Ну, относиться. У меня есть, в общем, характеристика за 9 класс. И там в негативных качествах моя учительница, здравствуйте, если вы смотрите, Спасибо вам. классная руководительница, сама того не зная, на самом деле сделала вообще пророчество. Она написала слишком творческая, ветреная, очень сильно увлекается модой. Слишком сильно увлекается модой. Так. И это было в плохих качествах, которое сейчас мне приносит деньги. И люди идут ко мне за советами и рекомендациями. А она реально вот думала, что, она считала, что это плохо. Ну, нет, тогда это было нормой, потому что, все должны ходить в одинаковом. Мы ее прощаем. Одинаковые ботинки скороход, все, вот это Советский Союз, и вот как роботы должны... А мы в 90-е все равно немножко были отлетевшие, у нас уже не было школьной формы. Мы там вообще, это просто непонятно было, что... Что вообще будет? Да, страна развалилась, и куда мы идем, куда мы придем, вообще непонятно было. Поэтому мы, зато мы, мне кажется, такие выросли, проявленные, мы стремились проявляться через внешний вид вообще спокойно. Так, давайте продолжим. Да, давайте. Мои баклажаны там сейчас впитают слишком много воды. Так, сюда мы должны добавить масло. И поставить на огонь. Да. Честно, давайте сначала... Я боюсь вот этой штуки. А я не боюсь. Отлично, хорошо, что да, рядом чуть-чуть сильная мужская рука. Чуть-чуть погреть. Скажите, как лучше, да. Потому что я такими штуками не умею пользоваться. В общем, да, потом мы должны... Потому что мало ли что может быть вода. Сейчас пока я изъему все, оттуда. Вы мне скажите, сколько масла? Лейте так, чтобы потом баклажанчики у нас были Это практически фритюр, да? Да, поэтому лейте. Все. Да. Ну не практически, а фритюр. Хорошо. Сейчас мы тут обвакиваем все это. Баклажаны должны, скажем так, слегка плавать. Да, все вот верно. Так. Нет, еще. Еще больше? Да. Хорошо. Потому что нам потом, чтобы ее уже не менять, мы там в два этих пойдем. Как это называется? 2 захода. 2 захода, да. Ну все. Так, вроде, да. А нам нужна ложка. Тарелочку возьмем сейчас. Сюда, наверное, пока выложим. Так, обваляли наши баклажанчики. Это крахмал. Да, да, все верно. Да, баклажаны необходимо обвалять в кукурузном крахмале. Кукурузном? Да. Это важно? Честно скажу, я не знаю почему. То есть я... Вы привыкли к кукурузному? Бывает разный крахмал. Да, просто. Бывает разный, это я знаю. Мне кажется, что, как говорится, я верю тому рецепту, по которому я делаю, поэтому мы будем действовать по этой схеме. Хорошо. Масло тем временем, кстати, масло вот так можно проверить. Раз. Ага. А еще нет, даже не это. Да, она еще не кипит. Не кипит. То есть я хочу Самое главное, чтобы не выложить. горело, но она должна дойти до своей определенной температуры. Так. Ну, даже подходит, смотрите, уже. Отлично. Зарделась. Так, и у нас первая это готова, да, порция? Вот знаете, что еще? Вот видите, я вот перекладываю, да, и у меня кругом грязно. Вот мне интересно, у всех так грязно на кухне или только у меня? Это нормально. Когда Нормально, готовишься, да? это должно быть, называется творческий беспорядок. Спасибо. А то у меня, знаете, Да, я смотрю иногда... Не волнуйтесь. Вчера я, когда делала пиццу, у меня просто вся футболка в муке. Вот так, да? Да, стою такая, думаю... И мне прям тяжело от этого. Какой-то внутренний дискомфорт, да? Да. Но я не умею красиво. Ничего страшного. Может, надо мне купить себе фартук вообще? Поэтому и специально для нас вот и есть созданы фартуки. Я вообще не подумала даже об этом. Созданы фартуки. Итак, давайте не отвлекаться. Эфирное время не резиновое, мы часто любим здесь повторять. Как же все-таки пришли? Хотя классная руководительница вам предначертала. Вообще, оказывается, счастливое... да. То есть я даже не думала, я просто потом уже обратила внимание, что я к этому шла. Вообще, в итоге я работала на достаточно понятных классических работах. Я была специалистом по какое-то образование, наверное, получали? Да, и у меня юридическое. Я юрист. Да. Немножко другое, как бы довольно прагматично.
вообще это тоже, на самом деле, юридическая профессия, она тоже очень творческая. Если мы говорим про вообще юриспруденцию, не зря же есть такой даже термин, как нормотворчество, например, да? Да. То есть когда придумывают, то есть закон, это же тоже, говорят, творчество своего рода. То есть тут нужно тоже иметь какой-то уровень насмотренности, да, то есть в юриспруденции. Опыта. То есть там нельзя так просто прийти и что-то порешать, да. Там тоже нужно иметь опыт, нужно изучать законы, нужно знать много и так далее. Готово. То есть поэтому я считаю, что юриспруденция в целом, то есть та же самая адвокатская деятельность, да, те, кто этим занимается, там без творчества, ну там, конечно, должно сочетаться несколько качеств. Помимо, нельзя быть только творческим человеком, ну, да. нужно еще быть системным, нужно быть убедительным, да, но заметьте, да, в западных странах какие легендарные, даже медийные адвокаты бывают. Да, конечно, это такие звезды. Реально звезды. Почему? Звезды, потому, да, потому что это нужно проявить и харизму, и много еще чего. То есть то же самое с судьями и так далее. То есть, по сути, я считаю, что юристы тоже творческие люди. То есть хорошие юристы. Я вам говорю, что готово. А вы мне говорите, что готово? Да, я вам говорю, что готово, потому что масло уже начинает... Все, да, как скажете. Да. Так давайте пересыпать. Я вот, знаете, как-то боюсь. Что это делать? А Как это сделать? вот так. Я неуверенно себя чувствую в этих действиях. Норм? Да. Видите, какая я? У меня вот так вот все, потом все в масле. И очень быстро, по-моему, нужно. Да. Поэтому сейчас мы уже Не успеть положить, а успеть уже вытащить надо. Да, по-моему, да, надо да. чуть-чуть огонь уже сделать. Давайте, Поменьше. делайте чуть-чуть огонь поменьше. Все делается? Делается. Все, сейчас мы буквально вот эту партию Первую. сделаем. Все, А уже всё, слишком да. впритык. И куда-то вот, например, сюда выложим, да? Да, пока сразу сюда будем выкладывать, ага. Видите, вот этот вот Такой круг. до золотистой, наверное, да? Да, чуть-чуть еще надо, чтобы... Да. Но ни в коем случае не пропустить. Да, потому что иначе они потом станут сухие и невкусные. И сгорят просто. Ну, да. То есть вся вода из них выйдет, и вообще будет ерунда. Вот. Ну, вроде уже все. Почти. Да? Почти. Вот этот кусок, например, уже вообще первый. Он такой. Вот этот. Да, Вот. Остальные еще могут тут тоже. Ну, вы потихоньку вытаскиваете и продолжите рассказывать. Ну, в общем, да, юридическая профессия тоже творческая. Но я пошла туда, конечно, как и все, наверное, по результатам экзаменов. То есть, да, и как бы слушая своих родителей. О том, что вообще я хотела поступать на медицинский, у меня была идея, но я училась в малой медицинской академии, по итогам которой поняла, что медицина тоже не мое. Как бы там есть некоторые нюансы, что все-таки нужно тоже иметь быть определенным человеком, чтобы уметь, в общем, воспринимать это как-то легче. Я По-другому, да. Я слишком эмпатичная, мне очень трудно, как оказалось. В общем, хотела я быть психологом. Была у меня такая мысль. Так. Учиться на психолога. Но мои родители в то время, это какой-то был 2008 год, сказали, что психолог – это не востребованная профессия, никому она не нужна. Они же не знали, что через там, 15 лет все изменится, да? Соответственно, они имели такое представление и говорили, что эта профессия, она совершенно бесполезная. Ну, в общем, да. Ну, случилось то, что случилось. Да, ну то есть я все равно, как говорится, свои пути нашла, и вот стилистом я решила стать в 2016 году, когда уже в интернете начались какие-то волны, первые обучения на стилистов начали об этом говорить, то есть я уже приняла решение. Но по разным ряду причин у меня не было возможности пойти учиться. В общем, в 2017 году я уже родила своих детей, мальчиков-близнецов первых, и, соответственно, у меня немножко оттянулось. Но я как-то своей мечте не изменяла. Я в 2018 году, когда мальчики подросли, пошли в ясельки, я все-таки решилась, поехала в Москву, в школу, называлась она School Gosh, это школа Гош Карцева, в общем, и я училась там. То есть это был один из лучших на тот момент образовательных проектов. По стилю? Да, по стилю в России, в стране в нашей. Чему там учат? Вообще, истории моды, скорее всего. Да, безусловно. То есть именно вот в школе Гоши
упор был на профессию и понимание профессии, потому что у нас у всех какое-то, ну, у каждого свое понимание данной профессии, да, и там именно учат тому, что какие навыки важно развивать. То есть, например, в стиле очень важен навык насмотренности. То есть это нужно иметь, как говорится, короткий ход вот с историей моды, да, потому что у нас же все циклично. Да. Например, на будущий год, если говорить о трендах, то мы точно можем сказать, что в тренде будут 60-е уже. Да, Потихонечку обратно. Уже потихонечку заходят. Хотя, скажем, еще год назад мы все там восхищались, это были у нас и 90-е, да, нулевые сейчас были особенно актуальны. И вот этот промежуток времени. Сейчас мы уже... Сайз да, приходил, ушел. Да, приходил, ушел, уходит, да. Уходит. И сейчас мы как-то вот потихонечку двигаемся уже по кругу, там будут Ну, то есть 70-е. 60-е ретро, Да, винтаж. Да, сейчас 70-е, 60-е. Это я специально слова выучил вчера. Спасибо. То есть, вот промежуток 80-е и 60-е сейчас зайдут. То есть чуть-чуть вот в будущем году, может быть, еще чуть-чуть мы уже туда перейдем. То есть, опять же, возвращаемся к хиппи. Да, все верно. Возвращаемся к хиппи. Это будет бохо-стилистика Бохо, всевозможная. да. Это этно-истории всевозможные, да. Это будет какие-то культуры того времени, такие как гранж, например, да, когда были рок-музыканты очень 90-е. популярны, да. Да. И вот 80-е, когда были конец 80-х, да? Конец 80-х, начало 90-х раньше. Да, там такое все. То есть вот эта эстетика, она вся будет очень актуальна, и мы все будем волей-неволей опять хотеть носить сапожки, которые обтягивают ногу на невысоком каблуке, там в стиле твиги, да? То есть, ну, это как твиги одевалась, то есть Да. это вот вся вот эта вот тема. она Первая снова- эскетичная модель, по-моему, Да. была. И вот это Аскетичного телосложения, то бишь. да. Ага. Это все снова станет актуальным. То есть, и, соответственно, с тем же вернется тренд на женственность. То есть вот мы же уже уходим от оверсайз. То есть снова в тренде вот прозрачные всевозможные материалы, то есть акцент на талии. Сейчас снова вернулись ремни на талию, они в какой-то момент уходили, когда у нас начиналась вот эта эпоха, когда мы все переходили в комфорт и сидели дома, да, по объективным причинам. Да. Вот. И, 4 года назад. Да, то есть мы, наверное, эту часть уже дожаривать не будем. Да, ну вот это нам Давайте достаточно, да? всё, да. Тогда мы можем это Отключить, выключить. да. Так. Какой у нас следующий этап? Так, следующий Баклажаны этап. мы- Баклажаны наши мы уже мы изъяли. поджарили. Все поджарили в кукурузном крахмале. Наша задача будет сейчас продолжить. Я думаю, что мы лучше сначала сделаем соус, для того, чтобы он немножко постоял у нас. Мгм. Из чего делается соус? Тут у нас с вами кисло-сладкий соус. Вот. Немножко соевого соуса, буквально 1 столовая ложка, сильно много не надо. Да? Дальше туда мы должны будем кинзу либо петрушку, кто как любит. То есть это все нужно будет в этот соус порезать, покромсать. да, покромсать. И немножечко чеснока, но это на любителя. Кто-то Тоже, любит, да. кто-то не любит, да. Поэтому кто-то я вампир. обычно немножко делаю, да. Дальше у нас будут помидоры и орешки и творожный сыр. Ну, то есть мы это все в конце уже, Это после в конце, того, да. как Пока что мы делаем сейчас соус, сделаем смешаем. соус, да, мы немножечко сюда добавляем соевый соус, вот так вот перемешиваем их между собой. Так вот. У нас. Так. Вообще еще, по идее, тут можно было бы, когда сильно густо, можно добавить немножечко воды. Потому что сюда? иногда, да, Ну, мне буквально кажется, чуть-чуть. достаточно. Да, иногда бывает, потому что кисло-сладкий соус слишком густой сам по себе. Так, чеснок мы немножечко добавим. И тут Да, дальше. и пока вы режете, как долго вы учились и Вообще, на самом как деле, вы закончили это вообще? курсы вообще, по идее. Ну да, То понятно. есть, да. Особенность в том, что вот именно эти курсы закончить, вообще поступить на эти курсы и закончить мне помогли. То есть не было в плане, что финансово меня поддержали. Вот, и это была большая помощь для меня в свое время, да, потому что когда я... Скажем так, увидели в вас потенциал. Да, в меня поверили и мне одолжили денег на то, чтобы я училась. То есть потому что тогда я была матерью в декрете, на пособиях, у меня вообще не было возможности отучиться. И вот этой историей бы мне, наверное, хотелось отметить, что если вы правда чего-то хотите, что-то правда очень сильно любите, то найдутся люди, которые в вас поверят. Главное... Ну, главное мы сейчас называем это модным тем, что визуализация. Мы да. где-то там Да. Вселенную отправили знак, и она вернулась. Все Каким-то верно, образом. да. То есть, и чтобы, вы знаете, если вы чего-то сильно хотите, очень важно, чтобы об этом знали другие люди. То есть,
Потому что есть люди, которые хотят помочь и могут, главное. Просто у нас бывает такое, что мы думаем, что вот я хочу и никому об этом не рассказываем. Ну, конечно, оно не упадет тебе на голову, да, пока ты сидишь дома. Но все равно нужно двигаться в сторону своей цели, хотя бы по чуть-чуть, да. Хотя бы ползти, как говорится. Хотя бы, да. Ну, хотя бы ходите всем рассказывать. Либо, если не умеете ползти, лягте в направлении своей цели, говорят. Вот, идеально, да. То есть я очень старалась в сторону своей цели, и нашлись люди, которые меня поддержали. Я училась всего лишь 1 месяц, это интенсив, 1 курс. Получили диплом? Да, получила диплом, но особенность в том, что да, там вот именно учат насмотренности. И я скажу, что тогда нас училось там 40 человек со всей России. То есть там было очень много людей, и более того, были очень медийные, даже уже медийные люди были на тот период времени. Те, которые уже в профессии, скажем так. Да, в других профессиях уже реализованы, известные в различных соцсетях или на ТВ даже такое было. То есть они со мной учились вместе. Но момент в том, что из 40 человек не все стали работать стилистами. Это очень важно. Ну, им, может, где-то нужно, вдруг, условно, кто-то телеведущий, начинающий, хочет, чтобы сам как-то там... Да, кто-то для себя это делал, кто-то в целом учился и понял, что это ему не подходит. Такое тоже может быть. Это достаточно такая популярная история. То есть нужно было попробовать кому-то. Но для меня это был прям шанс из шансов. То есть один, и либо так, либо никак. То есть я, когда приехала, я уже... Еще пока была в Москве, я уже говорила о том, что пишите мне, я разберу ваши гардеробы за очень маленькую сумму. То есть Что такое разберу гардеробы? Разбор гардероба – это такая услуга, когда я прихожу к людям домой и разбираю их вещи, то есть это ревизия своего рода. То есть ревизор. Копаться в грязном белье, шутка. Ну, почти, да. То есть я прихожу к людям домой. Ну, как в передаче «Снимите немедленно». Типа, вот это подходит, вот это что-то как-то не то. Да, вот общая концепция такая, только в моем случае она более экологичная, нежели в той передаче. Не, ну понятно, да, это я утрирую, конечно, тоже, что вы сказали, не принимайте близко к сердцу, конечно. Ну, хорошо, так. То есть вы смотрите, что у человека есть вообще? Да, то есть я смотрю, что человек носит, как он это делает, анализирую. И почему? Да, анализирую. Именно выбран этот малиновый пиджак. Верно, да. И все это мы анализируем, я помогаю уже... Я убеждена, что у всех людей есть свой стиль. То есть я, скажем так, просто подкручиваю все до актуальности сегодняшнего дня. Но чаще всего у каждого есть своя какая-то эстетика, свой вайб, как сейчас говорят. То есть все это уже присутствует в человеке, и мы немножечко там добавляем, где-то что-то убираем. То есть суть, например, услуги разбора гардероба, когда мы делаем ревизию того, что есть, отсортировываем на, скажем так, пригодное и непригодное, и из того, что у нас осталось, мы собираем новые образы. Потому что что происходит? Человек, используя свою одежду каждый день, у него происходит, скажем, замыливание глаза. То есть он не видит, что еще можно собрать из этого. А стилист может прийти и из имеющихся вещей собрать новые классные образы. То есть это достаточно существенная экономия. Типа вот это на дискотеку, вот это на работу, вот это неплохо с друзьями. Да, и изначально мы то есть анализируем образы жизни человека, то есть чем человек занимается. То есть, да, немаловажно. Это очень важно, это вообще основа. То есть основа гардероба – это то, что человек делает. То есть это может быть там мама, жена, это, допустим, сотрудник своей работы, там, средний специалист, руководитель там, и так далее. Даже компания, которой руководит человек, очень важна. Допустим, у кого в подчинении 400 человек, а у кого-то в подчинении 4 человека. От этого тоже важно то, как человек, как руководитель должен выглядеть. Вот. И я в основу гардероба и в основу подбора одежды всегда закладываю цели человека в каждой из ролей жизни. То есть, например, там, роль жены, да, то есть очень сильно отличается от роли мамы, согласитесь? Ну да. То есть, да, это все дома, но коммуникация совершенно разная происходит с мужем, например, с супругом, да, и с детьми. То же самое, вот я всегда говорю, что первое, чтобы, допустим, подкрутить свой стиль, нужно начать лучше одеваться дома. Потому что мы из дома всегда выходим плюс-минус чуть-чуть лучше, чем одеваемся дома. Но я хожу дома, там, как на даче, шутка. Ну, чуть-чуть лучше мы. Никогда нет такого, что прямо большой скачок люди делают. Нет. Ну, наверное. Там такой небольшой разбег. Поэтому, если повышать уровень того, как ты выглядишь дома, то ты всегда будешь чуть лучше на улице. Соответственно, то есть если мы дома носим рваные закатанные вещи,
да, то мы будем думать, ну, если я вышел на улицу в целом и чистом, уже неплохо. Уже неплохо. Да, то есть это, ну, разве это как бы качественный образ? Но если мы дома подбираем свою одежду так, чтобы нам было комфортно, чтобы это было красиво, чтобы это, например, подчеркивало какие-то достоинства фигуры, да, подчеркивало цвет глаз, то когда мы уже будем выходить на улицу, у нас уже уровень выше будет. Соответственно, одежда для выхода из дома, она будет еще интереснее. Угу. Поэтому я всегда рекомендую начинать вот с домашней атмосферы. Ну, то есть, собственно, разбор гардероба – это вот основа основ. Да, все верно. Мы разбираем гардероб дома и дальше уже смотрим. Давайте салатик уже собирать. Давайте. Так, у нас здесь, вот, пожалуйста, наши баклажанчики. Я уже порезала помидорки, мы сейчас их так просто красиво, как красиво, просто складываем. Я не буду сейчас... Будем стараться красиво. Не буду никого обманывать, я просто складываю. Да. И особенность еще этого салата, что когда ты готовишь его дома, ты можешь сделать любой объем. То есть я очень люблю этот салат, обычно всегда делаю его много. Ага. Да, то есть вот сразу так раз. Да, всех надо кормить. Да, чтобы все поели. И все мужчины особенно. Да, так что вот так вот. Помидорок можно было еще побольше, но мы сейчас так оставим. Дальше у нас идет наш... Творожный сыр. Творожный сыр. А можно мне вилочку или ложечку? Вилочку, пожалуйста. Спасибо. Я тоже тут совершенно просто на глазик все это делаю. Да, вообще. трикс-дрикс, да? Да. О, вот так, ага. Да. Итак, закончили вы учебу, приехали. Да. Кто был ваш первый клиент, или помните ли вы его, или как вообще вы начинали заявлять о себе? Потому что вы работаете с людьми. Да, я просто написала в соцсетях своих: привет, разберу первые 5 гардеробов бесплатно. Это была моя большая ошибка, потому что я не знала, что гардеробы разбирать это очень сложно. Объем очень большой, потому что у людей одежды-то полно. Да. Разбирать надо, это 3-4 часа занимает. Но первые 5 я разобрала бесплатно и поняла, что больше бесплатно я ничего никому делать не буду. Ага. То есть, с другой стороны, опыт, да? Но зато вы заявили, скажем так. Да, заявила о себе и, во-первых... Демпинг. Да, во-первых... Конкуренты были? Конкурентов на тот момент не было. Крутота. Да, на тот момент я занималась тем, что давала людям понять, что это такое. Люди вообще не понимали. Кто-то просил: вы можете меня накрасить? То есть они думали, что я визажист. Даже такое было. То есть прямо люди писали: ой, мне сказали, что вы стилист, можете меня накрасить? Я такая думаю, вообще что? И волосы, пожалуйста, завтра свадьба. Типа того, да. И было так сложно. То есть я прямо занималась тем, что учила людей, что такое профессия стилист, что человек может получить, как это будет проходить. То есть, если отмотать, там мои соцсети можно увидеть, где у меня такие условно образовательные посты, где я говорю: разбор гардероба это, шопинг, сопровождение это. Да, сейчас уже, чтобы полезно, чтобы люди к вам приходили, уже зная, что они могут получить от вас. Моя задача была продать тогда это, потому что люди вообще не понимали, о чем речь. Сейчас люди сами пишут: здравствуйте, можно мне разбор гардероба? И они уже лучше тебя как будто знают, что они хотят получить. Ну это круто. Уже сейчас с этим... Скажем так, воспитание вы сделали. Да, некое. Я считаю, что я искренне уверена, что я много вложила в понимание профессии стилист. И что сейчас стилисты, которые заходят на рынок, им не надо заниматься образованием людей, то есть формированием клиентской базы. То есть объяснять людям, как это, что это. Сейчас люди пришли и просто говорят: я стилист, они такие: о, классно, ты мне нравишься, хочу разбор гардероба. Да, ты, собственно, неплохо выглядишь, скорее всего, я тоже так же буду выглядеть. И вот так. Да, потому что, что такое сапожник без сапог? Тут как бы по одежке как раз встречают. В нашей профессии стилист должен продавать себя, конечно, внешне, в том числе, да. В первую очередь, да, в том числе, потому что, если выглядишь, скажем так, стрёмно, куда это годится? Да. Поэтому я рекомендую или, скажем так, не стрёмно, а не стильно. Да, конечно. Люди же глазами оценивают, смотрят. Конечно, да, потому что действительно же встречают по одежке. Так, сейчас я про салат хочу сказать. Заправку я уже разместила. Вот в классическом рецепте нет семечек, да? Но вы делаете. Да, это семечки, чищенные семечки подсолнуха. Это вообще идея моего мужа на самом деле. Он очень любит семечки, и он их добавляет везде. Поэтому они в этом салате очень уместно смотрятся, то есть по вкусу. И семечки почти все полезные, в меру. Да, то есть жиры. Все, да. Поэтому мы добавляем семечки для того, чтобы они были для красоты, но и в целом хруст. Вот с баклажанами все это классно. Вот так выглядит салат в итоге. Вот такой вот он. Да. Что-то? Вот так. Так надо делать. Это круто. Нет, это я так делаю. Я знаю, что вы так делаете. Да, хорошо. Все? Ага, отлично. Что мы делаем сейчас? Мы можем есть.
А вы так часто говорите про Бога, я заметила. Вы Какого? верующий, да? Какого Бога? Какого? Одного единственного. Да, Я просто заметила в прошлой беседе и сейчас. Да? Да, Все вот. воля Божья? Да. Нет, это просто... разные фразы вы говорили. Да, серьезно. Да. Ну, мы будем обсуждать позже, это не касается Ладно, этой передачи. хорошо. Просто, я знаю, просто стало интересно. Сейчас наступил самый долгожданный момент этой передачи. Давайте попробуем наконец-то, что у вас получилось. Берем баклажанку, Надо помидорку, немножко перемешать. помидорку. И вот так намазываем. По-моему. Действительно, вот. Характерный хруст баклажанов. Чуть-чуть подсолить, может быть. Можно. Чуть-чуть, ну по желанию, да? Я не солю, честно скажу, потому что кисло-сладкий соус добавляешь когда. Сам по себе. Поэтому не добавляю. Но если желание есть, можно, конечно, подсолить. Ну да. Это уже, как говорится, ресторанская подача. Соли поменьше и все Так прочее. вкусно. Да. Дарья, нам подсказывают, что наше эфирное время потихоньку заканчивается. Спасибо вам за интересную беседу, за очень вкусный салат. И вот на эту камеру, пожалуйста, пожелания для наших зрителей. Что бы хотелось, наверное, сказать в конце. Вообще, что бы вы ни делали в этой жизни, важно наслаждаться процессом. То есть, и когда мы говорим про готовку, когда мы говорим про время проведения с детьми, когда мы даже несем, не знаю, тяжелый пакет с магазина, мне кажется, что не стоит забывать смотреть по сторонам, не думать и концентрироваться на тяжести процесса, да, о том, что бывает сложно и трудно. Важно смотреть по сторонам, оглядываться, наслаждаться, может быть, красивыми осенними листьями, может быть, зимним прекрасным туманом, в зависимости от того, в каких обстоятельствах вы будете. Потому что жизнь, она состоит из разных мелочей и моментов, и даже быт, который нам всем присущ, в нем можно найти много всего красивого и проявить там свою творческую натуру и проявить там свою любовь туда вложить. В общем, вот такие пожелания. Я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была стилист Дарья Габышева. Дарья, еще раз огромное вам спасибо. А мы на этом, друзья, с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.